Добрый вечер, Якутск. Добрый вечер, Республика Саха-Якутия. Добрый вечер, Россия. Добрый вечер, Африка, да, скажем так. Сегодня у нас вечер профессионального бокса впервые в Республике Саха-Якутия. Вызов с севера, так называется. У микрофона Александр Посельский. И нам будет помогать старший тренер сборной команды Республики по боксу среди юношей и юниоров Василий Викторович Лисица. Друзья, всем добрый вечер. Приветствую всех любителей бокса, кто собрался у экранов. Сегодня действительно настоящий праздник бокса. Впервые, если я не ошибаюсь. Да. По-моему, лет 10 назад Оксана Васильева Да. проводила профессиональный бой. И, к сожалению, я на том вечере бокса не был, поэтому для меня, наверное, как и для многих, он реально будет первый и такой масштабный. Да, тот турнир проходил во Дворце спорта 50 лет Победы. Да. Ну а здесь уже масштаб такой, скажем, уже более серьезный. Спорткомплекс «Триумф». Спорткомплекс «Триумф». Я вижу, что уже собралась практически полная. На 80, да? Да, и люди еще подходят и подходят. То есть очень приятно, что люди интересуются. Я думаю, что они не пожалеют и увидят действительно зрелищные, интересные бои. Да. Кстати, о боях. Сегодня у нас 8 поединков, 5 предварительной части и так называемый основной карт. Это 3 боя. Главный бой Петр Васильев, непобедимый наш боксер, который имеет 6 побед и идет на 7-ю победу, скажем так, против Натаниэля Какалоло из Африки, из Намибии. Также еще Петр Егоров и Николас Буле из Уганды, Михаил Варламов, известный наш боксер, против Лазаруса Шанингва, тоже из Намибии. Кстати, вот сегодня также будет боксировать подопечный Василия Лисица. Назар Андреев. Назар Андреев, да, как, пока чуть поговорим о Назаре, как подготовка, как его готовность. Подготовку Назар прошел в городе Москва. Он сейчас тренируется у Александра Иванова. Это мастер спорта международного класса. Я с ним хорошо очень знаком и решил его отдать новому тренеру, что, может быть, что-то новое он внесет. Подготовка прошла по плану. Вот последнюю неделю он готовился в Якутске. В принципе, соперника мы знаем, настрой хороший. И если у Назара среди любителей у него за 150 боев, то это дебют. Это дебют. Профессиональный бокс, все знают, он немного отличается. Это и перчатки более жесткие, и манера ведения боя немного другая должна быть. Я надеюсь, что все получится. По крайней мере, Назар давно об этом мечтал. Мы уже с ним 2 года разговариваем о том, чтобы он начал выступать. Хотелось, чтобы он раньше немного дебютировал. Но вот сейчас, я думаю, это идеальный момент в родных стенах, при поддержке зрителей родных, засветить, так скажем, свое имя. И для дебюта это идеальный момент. Да, Василий, сейчас вот обычная практика, да, становится, что олимпийский бокс и профессиональный бокс. Да, я думаю, что это все благодаря Международной боксерской ассоциации под руководством Умара Назарыча Кремлева. Да. Именно с его приходом бокс стал обретать олдскульный свой стиль. То есть начали тейпировать руки. То есть даже в любителях сейчас уже мы руки тейпируем. То есть пошел такой медийный, да, у нас каждый из боксеров, любителей, если раньше, то есть это было где-то просто там в газете написано и все, то сейчас они и инстаграмы раскручивают, и транслируют по Матч ТВ. То есть большая работа идет, и действительно появились у нас хорошие лиги, такие как РСС, например, да, Уральская лига в Екатеринбурге, они базируются. То есть у ребят есть возможность, помимо олимпийского бокса, начинать пробовать себя в профи, зарабатывать какие-то деньги. Я думаю, что это большой шаг для развития вообще бокса в целом, и любительского, и профессионального, потому что они взаимосвязаны, и многие любители, например, могут перейти дальше в профи. Это идеальное сочетание. Да, атмосфера, прямо скажем, как в настоящем. На настоящих как будто мы больших где-то вечерах в бокса. Нью-Йорке, да, в Лас-Вегасе находимся.
Если вот вы находитесь в триумфе, то это действительно так. Очень, очень приятно, конечно, что у нас практически полная трибуна. И люди еще, я смотрю, подходят и подходят. Я думаю, что к середине вечера зал будет забит до отказа. Да, ну и название самого турнира очень весьма символичное, да, «Вызов с севера». Ну, наши северные боксеры вызвали. Я думаю, что для тех ребят, которые у нас родом не из Якутии, это настоящий вызов приехать. Здесь у нас еще такие морозы ударили под 50 градусов. Да. Сегодня, конечно, чуть потеплело, но я вот с ребятами поговорил, с Катманом поговорил. М, Впервые они с таким столкнулись. Можно ездить хоть куда, но такого ты нигде не увидишь, Да. кроме как в Якутске. Ну и большая экзотика для наших гостей, которые будут участвовать в основном карде. Африканские боксеры, да, вот, ну, навели они шороху, да, Да, везде хайпанули, можно так сказать. я думаю, что такая хороший Да. хайп для ребят. Да, ну мы видим, что трибуны заполняются. Места у ринга это, соответственно, приглашенные в основном. Я вижу здесь у нас и руководителей, Да. и Федерации бокса республики, и руководителей спорта республики Саха-Якутия. Ветераны бокса присутствуют. Да. Ну Все и, в ожидании, да, все в ожидании. с минуты на минуту начнем. Да, ну надо полагать, что бои у нас сегодня будут не за пояс, да, а рейтинговые. Рейтинговые бои для многих ребят здесь это профессиональный дебют у многих. То есть за исключением Михаила Варламова, Петра Егорова и Петра Васильева. То есть у Кирилла Исаева, у соперника Назайра уже были профбои. Мгм. У него было пару профбоев. Никита Малгин и Никита Никитин – это дебют. Николай Пшенников – дебют. Станислав Константинов – дебют. Халыкбаев Нурсултан – дебют профессиональный. Платонов Валентин – профессиональный дебют. Ну, и у Ивана Копырина и Ивана Васильева тоже профессиональные дебюты будут. Я на самом деле в прошлом году Назару предложили на коротком уведомлении Мгм. выйти по профи. Я подумал, ну почему бы и нет, там после профдебюта вот на коротком уведомлении у него должен был стартовать чемпионат России среди студентов в Санкт-Петербурге. Мгм. А я как раз в это время находился на курсах повышения квалификации в городе Сочи, которые проходили под руководством Эдуарда Викторовича Кравцова. Мгм. У него, кстати, сегодня у Да. Альберта Батыргазиева и у многих наших боксеров в Дубае ночь бокса. То есть он очень напрямую связан с профессионалами. И я просто примерил профессиональные боксерские Мгм. перчатки, после чего сразу же позвонил Назару и сказал: так, Назар, мы не будем на коротком уведомлении Да. принимать этот бой, потому что действительно 8, перчатки. 8 унций, да? 8 унций до 70 килограмм у Назара будет 10-унцовые перчатки. М, То есть все, кто тяжелее 70, уже в десятках боксируют. 66, 69, по-моему, еще в восьмерках. м. Но атмосфера действительно классная. Хочется уже посмотреть, когда у нас зажгутся прожекторы, когда выйдет ринг-анонсер. Я так понимаю, у нас и рингерс будет. Да, кстати, вот интересно, небольшой сюрприз будет. В части культурной части выступлений мы ждем африканской группы, которая вот группа студентов, которая учится в Якутске, Якутии. да, изъявила желание Поддержать своих спортсменов. да, поддержать своих спортсменов. Прямо так написали, братьев воинов из Африки. Ну, посмотрим, да. Да, давненько дворец спорта «Триумф» так не наполнялся. Последний раз это было этой осенью, когда проходил, да, турнир Норд-лиги по ММА.
очень, кстати, хорошо турнир прошел. Были очень драматичные бои. Да, Ну а мы начинаем, да, по-моему? да. Ну, традиционная, да, церемония открытия вечера бокса первого в истории спорта Якутии. Вижу среди зрителей мэра города Якутска Евгения Григорьева, который буквально на днях стал президентом Федерации бокса города Якутска. Да, Я думаю, что это будет большим толчком для развития именно городского бокса. и давайте, дорогие друзья, любители бокса, посмотрим мы с вами торжественное открытие.
Süyeler ubağalarıttan, kemitten kemiger, söbünen körön, korsuntan korsun, seni elak, ilin kelin düşühen, betten berti bıharan, körsün küz kolunon, atını atlatan keng sirge atırar, kohun buolan surak.
Это олимпийский вид спорта, символ мужества, силы и уверенности. Бокс – это работа на пределе своих возможностей, стремление показать результат несмотря ни на что. Бокс – это тысячи спортсменов, тренеров, судей, болельщиков. Бокс – это красота и зрелищность. Бокс в России больше, чем спорт. Добрый вечер, уважаемые гости! Приветствуем спортсменов, судей, почетных гостей, зрителей и всех любителей бокса на священной земле Олонхо. Мы рады видеть вас на долгожданном, главном спортивном событии года – вечере профессионального бокса «Вызов Севера» в спортивном центре республики «Триумф». Для торжественного открытия профессионального бокса «Вызов Севера» на сцену приглашаются глава городского округа город Якутск, президент Федерации бокса города Якутска Евгений Николаевич Григорьев, министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов, председатель Федерации бокса Республики Саха-Якутия, генеральный директор акционерного общества РИК Плюс Петр Вячеславович Алексеев. Внимание! Гимн Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Слово предоставляется главе городского округа город Якутск, президенту Федерации бокса города Якутска Евгению Николаевичу Григорьеву. Өтіктабыллақ, жүкусай коротылықтақтара өтік маныға жеттарбыт, әйгетіне бұл өрегей спортивный комплексқа хақавыт сергер бастығытын болар профессиональный бокса кейхеті үмітінен едеді кесенеге қарделебен.
спорду хәңәрәтчілер, боксыны таптатчылар, бүгін баға ханалар тол бұда бұлы, мен баға ханам толла, бүгін кіттар спортсменларға барылығар, үшігей хаттығыларын көрдірдіңдер, травмата оқ болдың, онына көрі істек әлбет жонлар, олыттар бұд кайыларын бағарар толдың. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на первом в Якутии вечере профессионального бокса «Вызов Севера». Примечательно, что этот праздник проходит сегодня у нас, праздник бокса проходит наш государственный праздник по стране, День Героев Отечества. Сегодня мы отмечаем и вспоминаем героев Великой Отечественной войны, наших дедов и прадедов легендарных. Также мы смотрим и равняемся на наших героев текущего времени, на ребятах, которые проявляют свои лучшие качества на специальной военной операции. Поздравляю всех вас с Днем Героя! Я давно мечтал, чтобы у нас в городе Якутске прошел вечер профессионального бокса. Сегодня сбылась моя мечта. Я думаю, все, кто находится здесь, прониклись этой атмосферой. Давайте насладимся праздником бокса. Всех поздравляю. Спасибо всем, кто пришли. Слово предоставляется министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Добрый вечер, любители спорта, любители бокса. Разрешите от имени Министерства воинской культуры и спорта, правительства Республики Саха-Якутия, от имени главы нашей республики Арсения Сергеевича поздравить вас с открытием профессионального бокса «Вызов Севера». Сегодня в нашей республике уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. И мы сегодня проводим более 600 мероприятий в год, республиканские, всероссийские и, конечно же, международные. В этом году у нас исполняется столетие физкультурного движения. И в этом году мы провели многие крупные спортивные мероприятия, такие как международный турнир Романа Михайловича Дмитриева. Мы провели первенство России по вольной борьбе. Мы провели юбилейный турнир Дмитрия Петровича Коркина. Мы провели вечер тоже профессиональный по ММА. И сегодня проводим вечер профессионального бокса. Давайте пожелаем нашим ребятам удачи, победы. И, конечно же, мы будем еще дальше развиваться и проводить такие вечера. Всем спасибо, удачи! Слово предоставляется председателю Федерации бокса Республики Саха-Якутия, генеральному директору акционерного общества РИК Плюс Петру Вячеславовичу Алексееву. Дорогие друзья, от имени Федерации бокса поздравляем вас с этим праздником бокса. Сегодня вот действительно открывается новая страница в истории бокса, зарождается профессиональный бокс. В связи с этим хотелось бы поблагодарить нашим боксерам, которые выступили с инициативой проведения данного вечера бокса, организаторам, спонсорам, Евгению Николаевичу, который поддержал данную инициативу и взял организаторские вопросы в первую очередь на себя. В этой связи хотелось бы отдельно сказать слова благодарности болельщикам, которые сегодня пришли посмотреть на наших боксеров. Вчера у меня состоялся разговор с президентом Всемирной Федерации бокса Сумаром Назаровичем Кремлевым. Я ему передал слова благодарности за тот подарок, который он и вместе с Федерацией бокса России оказали нашим боксерам из горного района. Также рассказал о том, что сегодня состоится вечер профессионального бокса «Вызов Севера». Он поручил мне передать всем моим землякам большой привет и, скажем, его приветственные слова. Ребятам желаю успехов, ярких побед, чтобы не подводили жителей Якутии, жителей России. Показали красивые бои, яркие бои. Всем удачи, успехов, зрителям красивого зрелища. Что могу сказать? Якутия — это кузница чемпионов. Я уверен, что победы будут яркие и красивые. Так что дерзайте, ждем победы. Праздник
праздником! Уважаемые гости, любители спорта, профессионального бокса, разрешите считать наше спортивное событие «Вечер бокса» открытым. Приглашаем ринг-анонсера из города Новосибирск, кандидата в мастера спорта по боксу Николая Лукинского. Небольшой бой с тенью от него. Хорош, хорош. Да, Сразу видно, работает в контрманере. С шагом назад при правой прямой. Итак, ринг-анонсер в ринге. Буквально считанные минуты остаются до выхода спортсменов. Добро должно быть кулаками! Гора Балурун говорит. Добрый вечер, дамы и господа, любители спорта, любители единоборств, бокса! Уче Кехенен Дахатор! Мы рады приветствовать вас на грандиозном событии в истории спорта Республики Саха-Якутия. Вашему вниманию впервые международный турнир по профессиональному боксу «Вызов Севера!». И этот вечер бокса посвящен столетию физкультурного движения Якутии и совпал с празднованием Дня Героев Отечества. Турнир проходит при поддержке мэрии Якутска, регионального министерства спорта, компании К8 в лице инициатора турнира Дмитрия Тененева, а также промоутера турнира Алексея Васильева и промоутерской компании «Русь». И сегодня здесь, на этой арене, сегодня здесь, на этом ристалище, этом ринге, под ваши бурные овации и аплодисменты, под неистовую поддержку Северной Торсиды в зрелищных и бескомпромиссных поединках сойдутся звезды якутского бокса и чемпионы из Африки. Вас ждет 8 захватывающих сражений, 16 мастеров кожаной перчатки, 3 международных жарких противостояния, готовых содрогнуть вечную мерзлоту. И в главном бою вечера сойдутся чемпион Африки, интернациональный чемпион Всемирной Федерации бокса из Намибии Натаниэль Какалова и якутский бриллиант, не знающий поражений, Петр Васильев. И все это здесь и сейчас из Центра спортивной подготовки «Триумф». Первый вечер профессионального бокса «Вызов Севера». Итак, уважаемые друзья, Да, итак, я с удовольствием дорогие друзья, представляю сегодня у нас будет 8 пар поединков, 5 предварительных боев и 3 основного карда. Ну и главный бой у нас Петр Васильев против Натаниэля Какалоло, да, из Намибии, чемпион Африки. Я думаю, нас ожидают очень интересные бои, конкурентные, самое главное. Многих из ребят мы знаем. Первой парой у нас выходит Копырин Антон
и Иванов Василий. Это молодые ребята, еще буквально 2 года назад они боксировали в юниорской сборной Республики Саха-Якутия. И вот уже сегодня они начинают свою профессиональную карьеру. Думаю, для них это будет неоценимый опыт. И, конечно же, с нетерпением мне самому очень интересно посмотреть, как они выступят. 4 раунда по 3 минуты. И в Ну, синей для них угол будет ринга дебют и приглашается формула боя 4 раунда по 3 минуты. да? 4 раунда по 3 минуты. Казалось бы, всего лишь 1 раунд у нас добавляется, но действительно, тут и такие перчатки, каждый удар наносит урон, поэтому не все так просто. Да, итак, у нас первым выходит Василий Иванов. Родом из Нюрбинского района. Ну, Нюрбинская школа бокса, она одна из самых передовых, наверное, в республике. Я думаю, что в Нюрбе все ребята заряжены, Да. потому что там и большой тренерский коллектив, и очень опытные по всему Нюрбинскому району тренеры, которые ни одного мастера спорта подготовили и СССР, и России. Ну, посмотрим, посмотрим. Конечно же, хочется, чтобы бои были зрелищные, чтобы они понравились зрителям. Да. Ну, в любом случае, да, профессиональный бокс, он наберет зрелищности. Конечно, конечно. Ну Вот что, он. публика встречает, публика аплодирует. Говоря о публике, спорткомплекс «Триумф» заполнен битком. приглашается спортсмен. Если для вольной борьбы, так скажем, это ну, обычное дело, то для бокса это ну, очень хорошо. И вот этот турнир явно популяризирует бокс. И я надеюсь, что после него в зале у нас отбоя не будет от желающих записать своих детей, может быть, мужей. Антон друзей. Копырин, боксер из Горного Луса. Антона Копырина я помню очень хорошо. 2 года назад мы ездили с ним во Владивосток на первенство Дальневосточного федерального округа. Волевой парень. Волевой парень. Выводит его 2 мастера спорта России. Это Дмитрий Винокуров, один из наших лучших мухачей 2005-2010 года. А вместе с ним уже следующее поколение боксеров — это Борис Сидоров, также мастер спорта. Долгое время он выступал, представлял город Москву вместе с Назаром Андреевым. Мы с ним не один Кубок России прошли. Поэтому, и если Дмитрий Винокуров, он работал больше в контрманере, то вот у Бориса Сидорова была такая профессиональная манера. Сейчас мы посмотрим, что они посоветуют Антону, как будет развиваться бой. Да, мы посмотрели сейчас параметры боксеров. Ну, Василий Иванов, он является кандидатом в мастера спорта, призером, серебряным призером всероссийского турнира. Ему 22 года. Да. И тоже серебряным призером всероссийского турнира класса А памяти Александра Федотова. Его соперник Антон Копырин, он более чуть-чуть, да, более титулованный спортсмен. Чемпион республики по юниорам, победитель всероссийского турнира класса Б, а также чемпион СВФУ и бронзовый призер спортивных игр народов Якутии прошлого года в Барагонцах. Ну да, действительно, я говорю, он ездил на Дальний Восток, занимается уже, наверное, минимум лет 7. Картинка, конечно, классная. Да, черный настил ринга, да? Черные перчатки. Да. Да, ну, наверное, вот они в 8-унцовых перчатках впервые боксируют, да? Я Да, уверен. и голым торсом тоже. Конечно, дебют именно в профессионалах — это особый опыт, который для них, я думаю, ну, неоценим. Да, итак, у нас Мы смотрим первый раунд. Первый раунд. Оба спортсмена у нас в
классической стойки, оба правши. Антон Копырин достает джебом, контролирует бой, потихоньку поджимает. Вот мы видим, Василий старается нанести с правой руки удар по животу. Антон пока... А интересно, они между собой встречались или нет? Вот, к сожалению, этой информации у меня нет, но я думаю, что наверняка они между собой как минимум стояли в условно-вольных боях, так как это оба студенты СВФУ, и тренируются они в одном зале, наверное, хорошо друг друга знают. Да, сейчас Антон... Ну, видно, Антон немного завладел инициативой и старается выбрасывать такие акцентированные силовые удары. Вот, хороший удар проходит от Василия по животу. Василий выбрал такую контрманеру, и мне нравится, что он первый раунд не заряжается, не летит с ударами по голове, а грамотно наносит удары по животу. Ну, вот, видим, что Антон, конечно, контролирует все Вот, это, и хороший здесь удар сам по печени, достает, да, по печени. Мы уже видим, здесь спортсмены меньше прыгают, меньше челнока, уже чуть плотнее на ногах стоят. Вот хороший встречный удар от Антона. В разрез правой руки попал. Здесь Василий тоже пытается закинуть кросс через руку, но чуть не точно. Я целом? уверен, да, что вот впервые они выступают в столь таком масштабе, да? Зрители, полный зал. Еще один хороший удар доносит Василий, но тут же пропускает по печени. В целом конкурентный, красивый бой ребята выдают. Да. Конечно же, это, я думаю, самое масштабное соревнование из тех, в которых они участвовали. Но надеюсь, что впереди у них будут большие бои. Возможно, для кого-то из них это откроет какие-то новые перспективы, новые горизонты. Будем надеяться. Ну, честно говоря, вообще хотелось бы, и рад, что этот турнир проходит у нас наконец-то в Якутске, что, возможно, для многих ребят эти дебюты откроют, так сказать, новые горизонты, и начнется у них хорошая профессиональная карьера. О, вот здесь Да, размен ударов Копырин хороший. попадает с правой руки, и мне кажется, он даже немного потряс Василием, вот такое ощущение было. Так, у него чуть ноги подсел на ногах. Да. Так, ну, Хорошая хороший раунд, трёхминутка. да. Хороший раунд, зрелищный. Да, ну и зрители вот это восприняли. Мы смотрим, у нас кровотечение достаточно серьезное. Да, у Василия Иванова. Вот здесь мы посмотрим на повторах. Вот здесь достает. Надо сказать, что, конечно, инициативой завладел у нас Антон. Больше точных силовых ударов. Но и Василий, я скажу, он в контратаке он достаточно неплох. И ни один точный удар донес до Антона. Поэтому интрига в бою у нас сохранена. Интересно, конечно, послушать, что сейчас советуют секунданты. Я вижу, Антон не садится, он уверен в своих силах. Но вот у Василия кровотечение не остановлено. И это может создать серьезные проблемы, когда у тебя течет нос, затруднено дыхание. Но это, конечно же, не может не отразиться на ходе поединка. Так, у нас второй раунд. Да, Антон тоже начал с хорошей результативной атаки. Парни, так скажем, в первом раунде хорошую разведку провели, и второй раунд сразу же с места в карьер начали хорошим обменом. Мне кажется, все-таки рефери у нас бой, наверное, ненадолго остановит, чтобы отвести спортсмена к врачу, показать, по крайней мере, потому что кровотечение достаточно сильное. Вот еще удар пропускает Василий.
Напомним, да, формула боя 4 раунда по 3 минуты. Это в предварительных наших боях. Ну а главный бой у нас 8 раундов будет, да? 8-раундовый будет. Да, Петр Васильев и Натаниэль Какалоло. Поединки Петра Егорова и Николаса Були. А также это будет 6-раундовый. И Михаил Варламов, Лазариус Шанингова тоже 6-раундовые поединки. Все 3 боя, которые у нас будут в главном карде, очень интересно. Очень интересно посмотреть на всех спортсменов. Михаил – это один из лидеров нашего любительского бокса. И вот хотелось бы его очень посмотреть, как он свой стиль подстроит, а может быть даже где-то и перестроит, попытается перестроить для профессионального бокса. Мы видим, здесь у нас Антон идет вперед, поджимает соперника и достаточно акцентированные удары он доносит. Вот здесь мы видим, он навстречу с правой руки, с передней руки на оттяжки попал. Здесь добавляет слева еще один удар. Так, последняя минута второго раунда истекает. Конечно, второй раунд уже видно, что Василию дается гораздо тяжелее. У него не прекращается кровотечение. Это сильно затрудняет дыхание. Вот еще один удар он пропускает. И еще один удар сбоку. Но показывает свой характер, показывает технико-тактическое мастерство. Уходит со встречным ударом. Концовка раунда. Увидим. Ух ты! Да, это серьезный размен. Здесь, наверное, достоял Да. все-таки Иванов Василий. И стоит Да, и отдать снова ему должное. публике это нравится, особенно концовка, да, я так понимаю. Так, я вот вижу, рефери пригласил у нас врача в угол Василия. Я надеюсь, что сейчас врач окажет ему помощь и остановит кровотечение. Надеюсь, что там ничего серьезного, и бой пройдет полную дистанцию. Это не будет остановка. Вот здесь мы видим, он пропускает навстречу. Да. Ну, видно, Антон гораздо свежее. Ну, будем объективны, да, пока по итогам первых 2 раундов преимущество на стороне Да, Копырина Антона. Да, Антона Копырина. Я слышу, секунданты просят оказывать его непрерывное давление, не отпускать, дорабатывать. Третий раунд. Но в любом случае, как бы ни прошли у нас 2 раунда, Антону не стоит Расслабляться, да? расслабляться, терять концентрацию, потому что в 8-унцовых перчатках цена каждого удара очень высока. Ну, в принципе, он идет, дергает. Я вижу, он так подседает. Да, Вот хорошая отличная тройка, да. серия. Вяжет. Зря это делает, конечно, Василий. На это уходят немалые ресурсы, на подъем соперника. А если ты еще и пропускаешь, и открытое кровотечение, то здесь нужно быть гораздо более экономным. Все чаще и чаще пропускает Василий, и уже такая картинка, как Да. мексиканский профессионал в каком-нибудь жарком бою. Да. Клинч. Наверное, сейчас все-таки клинч для Василия — это, так скажем, хорошая возможность перевести дыхание, немного восстановиться. Ну и мы смотрим, что Василий, несмотря на то, что пропускает удар, он все равно пытается встретить, он зряче боксирует, то есть взгляд у него нацелен, он ищет момент для проведения контрудара.
удар по животу. Да. Очень хороший удар по животу Антон провел. Нацелен на удар Антон Копырин. Последняя минута третьего раунда. Достает, он не дает дышать, обрезает углы, постоянно висит, выполняет, начинает с живота, заканчивает по голове. Вот здесь, мне кажется, Василию как раз-таки нужно использовать клинч. Да, ну оба боксера. И не давать наносить по себе столько ударов. Конечно, похвально, что держится, но столько ударов, конечно, не стоит пропускать. Нужно максимально вязаться, отвечать. Вот удар по животу. Акцент сдваивает по печени. Тяжело боксировать Василию. Ну, Антон выглядит достаточно свежим. И я думаю, если этот раунд он закончит. Да, хорошая атака, да. Поймал кураж, мне кажется, да, в концовке? В концовке поймал кураж. Ну, видно, что соперник подустал. Я думаю, что он 3 раунда забрал очевидно. И Василий в 4-м раунде, если может надеяться только на акцентированный удар. Потому что, по сути, исход боя по очкам уже решен. Невооруженным глазом видно, кто побеждает в этом бою. Слушаем, что подсказывают ребята. Так, ну это яркие моменты третьего раунда. Антон Копырин. Серия, хорошая серия. Вот, мне кажется, в углу у нас ребята больше так мотивируют Василия. Давай, держись. Последний раунд. Ну, посмотрим. Секунданты Антона Копырина настроены на досрочную победу. Я вижу движение вперед, постоянный прессинг, живот, голова. 4-й раунд. Василий Иванов, Нюрбинский район. И Антон Копырин. Серьезный Да, удар. еще раз. Левый сбоку на оттяжке он пропускает навстречу. И действительно такие мощные удары были. Но Василий выстоял, надо сказать. Не каждый после таких ударов может продолжить бой. Антон меняет стойку. Я не знаю, с чем это связано. Попадает, наверное, хочет нанести акцент по печени. Он снова поменял стойку, снова передняя рука, джеб. Выбрасывает. Антон гораздо более серийный. По 2, 3, 4 удара выбрасывает. Василий включил у нас ноги в контрманере. Пытается отработать. Вот здесь клинч. Да, ну и для первого боя, мне кажется, очень зрелищно, да? На наш взгляд. Смотрится, по крайней мере, здесь это выглядит очень зрелищно. Это настоящая мексиканская заруба. Антон проводит хорошую серию ударов, но и Василий отвечает. Конечно, гораздо реже это делают, но тем не менее какие-то удары доходят до цели. Удар по животу. Хорошая. Да, еще раз попал. Все тяжелее и тяжелее, конечно, Василию продержаться. Но вот здесь отвечает. Подустал, да, Василий Иванов. Еще один удар правый через руку пропускает Василий. Ну, я думаю, здесь, конечно же, на его усталость повлиял тоннаж ударов. Да. И по животу немало пропустил в первых раундах. И все-таки кровотечение, оно очень сильно затрудняет дыхание, что сказывается на функциональном состоянии спортсмена. Перекрылся, Да, стал концовка боя, в защиту, последние секунды. уходит. Копырин атакует.
Так, 10 секунд. Последние секунды. Я думаю, здесь можно Василию даже где-то заклинчевать. Хорошо уходит. Закончен первый бой. Отличное зрелище. Мы слышим аплодисменты. Результат, конечно, я здесь думаю, очевиден. Да. Для вручения Кубка победителя приглашается мастер спорта Советского Союза международного класса бронзы. Чемпионата мира 1978 года. Чемпион Советского Союза. Серебряный призер 7-й летней спартакиады народов СССР. Неоднократный чемпион РСФСР и ЯССР, заслуженный тренер Якутской АССР, почетный гражданин города Якутска Александр Михайлович Михайлов. Да, награждать Ну, вот спортсменов будет, да, наш титулованный боксер, мастер спорта международного класса Александр Михайлович Михайлов. Александр Михайлович настоящий интеллектуал бокса. Да. Одно удовольствие с ним разговаривать о боксе. Очень много секретов знает. Хорошая школа у него. Регулярно мы встречаемся, общаемся. Еще раз ваши Проводим встречи с детьми. Приходят на беседы разные. Итак, по итогам 4 раундов боя победу единогласным решением судей одержал спортсмен из красного угла Антон Кобылин! Да, Мы поздравляем Антона с первым дебютом, с первой победой среди профи. Желаем ему крепкого здоровья и, конечно же, ярких и больших побед. Уважаемые спортсмены, и общее фото. Нужно отдать должное Василию за такой зрелищный бой. Все-таки не стал сушить он бой, не стал вязаться, принял на себя и эти удары. Поздравляем весь горный район, наверное. да, конечно, они, уверен, смотрят у нас на телеканале «Мамонт».